Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. По зову сердца. Здесь ежедневно проходят подготовку добровольцы. Как готовят добровольцев перед отправкой в зону проведения специальной военной операции, смотрите в нашем выпуске. Неизведанные глубины. Современная наука, конечно, мистику отвергает, но загадок от этого не меньше. Ученые изучают уникальную экосистему озера Каланчош. Знакомая сказка в новом формате. Это тебе. Забирай скорее эту горькое зараза. В кинотеатрах Грозного стартовала премьера нового семейного фильма «Последний богатырь». Тело Бекхана Аушева, пропавшего 21 июля в реке Аса в Ингушетии, было обнаружено в ходе совместной поисковой операции сотрудников экстренных служб, правоохранительных органов и добровольцев из двух братских республик. После видеообращения матери пропавшего главе региона Рамзана Кадырова к поискам подключились представители Чеченской Республики. В Ингушетию прибыли начальник управления Росгвардии генерал-лейтенант Шарип Делимханов и более 100 сотрудников ОМОН Ахмат. Совместно с подразделениями МЧС России по Ингушетии они обследовали русло реки, акваторию и прибрежную территорию. Поиски продолжались более 2 недель. Выражаем соболезнования родным и близким Бекхана Аушева. Далге Штойлцун. В Чеченскую Республику с рабочим визитом побывал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Главная задача – сохранение природного наследия региона, развитие и поддержка зеленых зон. О маршрутах гостя расскажет Линда Джамалдинова. Рабочая программа началась с посещения могилы первого президента Чеченской Республики. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства почтил его память. В этом году отмечается 75-летие с рождения Ахмата Хаджи Кадырова. И я сегодня приехал на форум, научно-практический форум, посвященный этому событию. Всем известно, что Ахмат Хаджи был выдающимся политическим и религиозным лидером, причем лидером не только чеченского народа, но и общероссийского масштаба. И, конечно, внес огромный вклад и в развитие Чеченской Республики, и в развитие всего межнационального единства Российской Федерации. Тут, конечно, его роль очень сложно переоценить. Чеченская Республика по праву считается одним из самых зеленых регионов страны, который бережно относится к природе, а плодовые деревья давно стали частью городского ландшафта. Почетный гость дал высокую оценку работе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды субъекта. А Грозный произвел на него впечатление современного, благоустроенного и динамично развивающегося города. Чеченская Республика по праву гордится своими лесоводами, своими традициями лесного хозяйства. Но, конечно, регион уже поддержка, и мы совместно с руководством Чеченской Республики обсуждаем и развитие питомнического хозяйства, и других направлений. В свою очередь, помощник президента страны Абубакар Идильгириев подчеркнул ключевую роль героя России Ахмата Хаджи Кадырова в истории всего чеченского народа. Именно заложенный им курс стал основой масштабных позитивных преобразований. Регион во всех статистиках страны почти всегда демонстрирует лидирующую позицию. Мы до сих пор живем по его заветам, бережно относимся к земле. И как раз руководитель Рослесхоза сегодня обозначил и увидел, что порядок есть в республике. И, как он мне сказал, он теперь понимает, почему у нас лес не горит, потому что за ним ухаживают. Ухаживаем мы все за своей республикой, за землей, за все, как нам завещал Ахмат Хаджи. Поэтому мы, иншаллах, так дальше будем двигаться, чтобы республика процветала. Следующей точкой маршрута стал Грозненский дендрологический сад, официальный памятник природы и уникальный музей под открытым небом, основанный в 1966 году. Среди сотен видов деревьев и кустарников появилась еще одна новая культура – 2-метровый остролистный клен, который высадили Шарпуди Абдулазизов и Иван Советников. Смотрите, как профессионал сажает дерево, научитесь.
Особое внимание уделили Грозненскому питомнику. Он функционирует с 2015 года в регионе. Сейчас предприятие нуждается в дальнейшем развитии. Федеральное ведомство выразило заинтересованность и готовность оказать поддержку для значительного расширения его возможностей. هوروي أنا والركوة وديتلو نوشين تحت صديق سلت سيوش سويدورش تغنا قوبي أنش بالغنا وين أنا دقة دونا ولسه أوترسلي وين دو بوق بيد خلشون دو هند أجوي تا نيرشي مزداد شير وي كوشع ريشي تسيلوش دقة وبروش در Чеченская республика уже входит в число российских лидеров по оздоровлению саженцев. Развитие питомника станет следующим шагом. Потенциал у этого объекта серьезный. При необходимом финансировании здесь смогут увеличить объемы выращивания, что позволит обеспечивать посадочным материалом все регионы Северного Кавказа. На этих около 8 гектарах формируется будущий лесной фонд республики. В 2020 году сотрудники Министерства природы Чеченской республики собственными силами высадили семена дуба и ясена. Сейчас первые сеянцы достигли высоты от 50 до 60 сантиметров. Определены дальнейшие планы сотрудничества и совместные проекты двух ведомств, которые должны открыть для отрасли дополнительные перспективы, а для региона новые возможности. Лимда Джамалдинова, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская республика. В Грозном открылась площадка для обсуждения одной из самых актуальных экологических проблем. Участники форума рассматривают меры по сохранению плодородия почв и предотвращению деградации земель. Подробности у моего коллеги. Проблема опустынивания уже давно вышла из плоскости научных дискуссий, превратившись в ключевое условие выживания для многих сельхозрегионов. Проведение Международного экологического форума в Грозном имеет особое значение. На стыке уникальных климатических зон Северного Кавказа российские исследователи тестируют инновационные решения, позволяющие защитить плодородные почвы от засухи. Площадкой для проведения форума стал Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова. Помощник президента России рассказал, что форум проводится в субъекте, так как данная проблема напрямую ее касается. Помимо этого, данная встреча проходит в преддверии 75-летия первого президента Чеченской республики, у которого был ярко выраженный экологический профиль. Одним из его первых указов были восстановление Министерства сельского хозяйства и экологического комитета при правительстве, отметил Абубакар Эдильгриев. Мы сегодня обсуждали, и мне видится, как раз вот представители МИДа есть. Я сегодня это обсуждал с Рамзаном Ахматовичем, кстати, получил тоже отклик положительный, что у нас в стране много форумов мы проводим экологических, но, на мой взгляд, не хватает форумов, где бы мы обсуждали уже в научно-прикладном виде ту работу, которую научные коллективы у себя дома в своих недрах, своих институтов производят. И если мы бы, допустим, объединили бы вот эти наработки, которые мы у себя проводим в научных коллективах, и здесь бы делали бы в аккурат, когда происходит конференция по этим конвенциям, это было бы нам очень удобной стартовой площадкой уже на выход на международное сообщество. То есть уже мы у себя отработали, уже наработан нарративом, мы это выводим на международную площадку, где мы показываем, что вот научное достижение, вот апробированная практика в конкретном регионе, а вот результат. В форуме принял участие вице-премьер-министр сельского хозяйства Висхан Мацуев, который поприветствовал гостей от лица главы субъекта, отметив, что данная тема для региона имеет особое значение. Сохранение земель является важным условием для развития сельского хозяйства. Уверен, что сегодняшний форум послужит площадкой для принятия совместных решений по борьбе с опустыниванием как в Чеченской республике, так и других субъектов Российской Федерации. Истощение почвы и стремительное наступление песков – проблемы, которые выходят далеко за пределы отдельных регионов. Изменение климата и агрессивная хозяйственная деятельность ежегодно выводит из оборота миллионы гектаров плодородных земель, создавая прямую угрозу продовольственной безопасности по всему миру. Именно поэтому поиск эффективных технологий стал ключевой задачей для ученых, экологов и представителей власти. Все 3 дня, по сути, нас ждет насыщенная работа, где мы должны изучить, оценить, увидеть те проекты, которые в России сегодня реализуются по противодействию опустыниванию, по противодействию деградации, какие применяются, например, регламенты по регенерации почв, экосистем,
для того, чтобы выбрать наиболее эффективные и дальше применить их на практике, применить их в бизнесе, по сути, применить их в поле. Участники зачитали доклады на данную тему. Проректор Чеченского государственного университета Магомед Таштамиров рассказал в своем выступлении, что проблема особенно сказалась в республике в двух районах – Шатойский и Наурский. Для решения этой задачи на карбоновом полигоне тестируются уникальные методики и технологии. Мы наблюдаем, что в целом юг России он имеет такую тенденцию к увеличению процессов опустынивания, а потому и вопросы противодействия становятся все актуальней и все чаще проводятся такие научные мероприятия, проводятся форумы, на которых определяется, скажем, вектор развития в будущем, как действовать в текущих условиях, какие методы нужно применять, причем как совершать кооперации между наукой, между бизнесом, между органами власти. Также затронули тему цифровых инструментов. Участники подробно разбирали возможности нейросетей и пространственного анализа, который позволяет прогнозировать динамику почв и выявлять очаги засухи на самых ранних стадиях. Если мы говорим по поводу того, каким образом искусственный интеллект помогает, инструмент искусственного интеллекта помогает решать данную насущную экологическую проблему, есть несколько пунктов. Первый, он помогает определять, что происходит, находить те участки, которые действительно будут подвержены деградации в ближайшее будущее. Второе, определять, почему эти участки оказались подвержены данному явлению природы. Третье, нужно четко понимать, каким образом реализовывать проекты на данной территории, что нужно сделать, какие технологии нужно применять для того, чтобы вернуть эти земли в оборот или для того, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию и опустынивание данных территорий. Форум продлится 3 дня. Все предложения, которые будут озвучены, войдут в единый пакт. С этим багажом конкретных и уже работающих технологий Россия выйдет на глобальную площадку ООН. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Галанчевское озеро стало площадкой масштабной научной экспедиции. Ученые, дайверы и экологи исследуют уникальный высокогорный водоем, чтобы раскрыть его историю, изучить состояние экосистемы. О том, какие открытия ждут исследователей, расскажет Рамзан Абуев. Температура на поверхности плюс 20. Дайверы совершают погружение в высокогорное озеро Галанчож. Пробы донных отложений позволят исследователям отмотать время назад, определить возраст и реконструировать климатические изменения. Пытаемся начать комплексное исследование, изучение озер Чеченской Республики по многим причинам. И причинам желания открыть новые виды, если это получится. Конечно, такая амбициозная причина. Причина номер 2. Данный регион Российской Федерации, он является очень уникальным в этом вопросе. Мы абсолютно уверены, что здесь сокрыты сотни кандидатских работ. В составе экспедиции порядка 50 специалистов из 5 профильных учреждений. Это биологи, гидрологи и археологи. Научные работы проводятся в рамках проекта «Неизвестная Чечня». С озером Галанчож связано множество древних легенд. Местные жители верили, что у него нет дна, а его дух не прощает неуважительного отношения к воде. Современная наука, конечно, мистику отвергает, но загадок от этого не меньше. Специалисты создают детальную трехмерную модель озера. Это позволит точно рассчитать объем воды в нем и оценить состояние экосистемы. На высоте 1500 метров над уровнем моря оно имеет почти идеально овальную форму. В данный момент мы находимся на максимальной глубине. Глубина здесь подходит к 35 метрам. Также мы видим то, что косяк рыб. Средний размер рыб здесь 10 сантиметров. Достаточно крупный косяк рыб для такого озера. Озеро окружено горными склонами с альпийским разнотравьем. Здесь можно встретить редких животных и растения из Красной книги. И еще одна цель экспедиции – подробное исследование местной флоры и фауны. По сравнению с другими местами, в которых я побывал в горах, это место очень уникальное, разнообразное. Тут почти растительности очень много, чем в других местах. И альпийские, и даже, можно, предгорные растения тут произрастают. Адам Хабилаев – тренер по восточным единоборствам из Казани. Интерес к родному краю у него давний. До этого он уже самостоятельно изучал эти живописные уголки. Мои предки жили в этих местах, здесь в километре отсюда наше родовое село. И меня давно интересовала вот эта местность. Это действительно уникальные места, уникальные горы. И поэтому, когда я увидел, что объявляется и из Татарстана едет научная экспедиция, я сразу же откликнулся на это. А это опытные дайверы обучают чеченских студентов подводному плаванию. Инструкторы представляют Российский университет спецназа, на базе которого открыт курс подготовки по дайвингу. Для нас это надо, для нас это необходимо. У нас нету команды
Поэтому это тоже одна из сторон работы нашей экспедиции. Полевой этап продлится еще несколько дней, но главная работа впереди. Ученым предстоят месяцы лабораторных исследований. Их итогом станут научные статьи в изданиях Русского географического общества. Эти труды помогут защитить экосистему Галанчожа и популяризировать этот памятник природы для туристов. Рамзан Абуев, Бекхан Эбиев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Активно продолжается подготовка добровольцев, изъявивших желание участвовать в специальной военной операции. На полигонах Российского университета спецназа имени Владимира Путина будущие бойцы осваивают тактические навыки, учатся обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь. Как работают инструкторы с новобранцами, в сюжете Дани Хамидова. Программа обучения сочетает теоретические занятия и интенсивные практические тренировки, максимально приближенные к реальным условиям. Здесь ежедневно проходят подготовку добровольцы, которые приняли решение заключить контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Под руководством опытных инструкторов они совершенствуют навыки, необходимые для выполнения поставленных задач. Будущие военнослужащие отрабатывают огневую, тактическую и медицинскую подготовку, совершенствуют навыки взаимодействия в составе подразделений и учатся принимать решения в различных ситуациях. Все занятия проходят под руководством инструкторов. Все, смотри. Держу! Еще раз. Право-влево, левый пошел! Особое внимание уделяется физической подготовке, слаженности действий и психологической устойчивости. Комплексный подход позволяет добровольцам не только повысить уровень профессиональных навыков, но и уверенно действовать при выполнении поставленных задач. Добровольцы приезжие, они очень стараются. Вот, допустим, как вы даже сейчас видите, 3 бойца занимаются. То, что ошибки, которые они сделали, следующие пара уже не делает этих ошибок. То есть добровольцы очень стараются, очень относятся к этому серьезно и выкладываются на 100%. Среди тех, кто проходит подготовку, боец с позывным «Волчонок» из Белгорода. В Российский университет спецназа он приехал впервые, приняв решение вступить в ряды спецподразделения «Ахмат». Свой выбор объясняет чувством долга и желанием внести вклад в защиту Родины. Он отмечает высокий уровень подготовки в РУС и уверен, что полученные здесь знания и навыки помогут успешно выполнять поставленные задачи. Из-за своей специфики здесь более подготовленные инструктора. Тот полигон, который нам нужен, мы здесь и получим и знания, опыт, и сравнить не с чем. Для каждого из добровольцев этот этап становится частью выбранного пути. Впереди выполнение поставленных задач, а пока главное – использовать время подготовки, чтобы подойти к ним максимально готовыми. Дани Хамидов, Шамсудин Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Знакомый с детства герой получил новое прочтение. «Последний богатырь» уже в кинотеатрах Грозного. О съемках, актерах и новых приключениях сказочного персонажа в сюжете Рамзана Абуева. Ты знаешь, что такое сусеки? В центре сюжета сказочный герой Колобок. Смелый, дерзкий и невероятно харизматичный. Он привык рассчитывать только на себя и постоянно ввязывается в неприятности. Однако именно эти приключения помогают ему обрести настоящих друзей и впервые задуматься о собственной судьбе. Во время озвучания сложности постоянно, потому что это на самом деле очень сложный и долгий процесс. Более того, одно дело, когда ты звучишь, ну, скажем так, в молоко, когда ты не видишь персонажа, и его накладывают на тебя. Другое дело, когда фильм снят, и ты должен попасть и в липсинг, и в эмоцию, и во все на свете. Это большая работа. Вместе с ним навстречу к приключениям отправляются скромный пекарь Тихон, никогда не стремившийся к подвигам, и свободолюбивая Лада, который не боится принимать решения самостоятельно. Этим троим суждено стать неожиданной командой и пройти путь, который навсегда изменит их жизни. Пышнобровая, это тебе. Забирай скорее, эту горькая зараза. Фу! Спасибо. Некоторым актерам пришлось нелегко, особенно Гоше Куценко, чей костюм волка весил около 30 килограммов. Знаете, такое было ощущение, что я первый раз играю в кино. Вот прям такой заход был, сказка для меня, для себя это обозначил, что это такой особенный жанр, которому нужно отдаться. Все-таки это детям делается, а дети
современные дети очень избалованы кинематографом. Создание «Колобка» стало главным вызовом для специалистов по компьютерной графике. Им нужно было наделить героя живой мимикой, чтобы зрители могли прочувствовать каждую его эмоцию и по-настоящему сопереживать ему. Этот фильм о принятии себя таким, какой ты есть. И надо понять, что человек – это главная ценность, и в тебе заключен целый мир, прекрасный мир, которым не надо стесняться делиться, и надо его тоже любить. География съемок впечатляет. Проект снимали в Белогорье и на Алтае, где запечатлели самые зрелищные сцены. Финальную битву создавали больше 10 дней под непрерывным дождем. А для погружения в сказочную атмосферу художники по костюмам изготовили около 50 пар уникальных волшебных сапог. Эта история и ее колоритные персонажи не оставят зрителей равнодушными. Фильм «Последний богатырь. Колобок» не просто заставит сопереживать героям, но и поможет по-новому открыть для себя знакомые с детства сказочные образы. Амзан Абуев, Магомед Басаев, Бекхан Ибиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.